мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Высокий, длиннорукий и длинноногий, лохматый, с вытянутым лицом, удивительно грустными глазами, а во взгляде его очень часто проскальзывало что-то наивно детское. Его нельзя было назвать красавцем, но он был удивительно симпатичным, необычным и необыкновенным человеком. При всех своих достоинствах, слабостях и недостатках он обладал одним качеством. Он нравился людям, притягивал их к себе своим вниманием и был интересен им. И самое главное, он был умен и талантлив, и очень, очень любил свою профессию, профессию режиссера кино и телевидения. А звали этого человека Виктор Шевелевич. Я приветствую программу «Свет далекой звезды» в нашем доме, где довольно часто мы встречались с Виктором Васильевичем Шевелевичем. Много родилось идей о том, как сохранить наше духовное наследие, как его донести до современного человека. Много было встреч, разноплановых, от очень личных. Он приходил ко мне просто поговорить, побеседовать, посоветоваться о своих личных проблемах. Я очень ценил его вот эту тонкую душу, которая была очень ранима, и все переживал, все, что происходит и у него внутри, и вокруг него, на все он реагировал искренне, чувствительно, и это в какой-то степени отразилось и в его творчестве. Потому что у нас в церкви о нем добрая память, как о человеке, который понимал значение церкви, ее духовного наследия и стремился это показать и о этом рассказать доступно современному человеку. Сейчас идет Пасха. Хотелось бы вот в эти светлые дни сказать ему: Христос воскресе, и я уверен, что Он ответит нам: воистину воскресе. Он жил верой и скончался с верой в Бога.
Он пришел на телевидение в 1968 году, а до этого в его жизни было все так, как и у большинства из нас. Школа, высшее учебное заведение, а он закончил университет культуры, служба в армии. Некоторое время он работал слесарем на заводе отопительного оборудования. На телевидении тогда время было очень интересное, и ему хотелось многое уметь и многое знать. Сначала он работал помощником режиссера в спортивной редакции, потом работал в детской редакции, в музыкальной и некоторое время художественным руководителем объединения «Телефильм». Серьезно он заявил о себе, когда снял 2 фильма «Этюд» и «Лицом к вам». Оба они посвящались интересным, выдающимся белорусским женщинам. Одна из них композитор Людмила Шлек, другая дирижер Татьяна Коломийцева. Именно заявил о себе и как бы сказал, что с этого момента я буду снимать фильмы о характерах необыкновенных, о людях талантливых и нестандартных. Он общался с академиком Дмитрием Лихачевым, с митрополитом Филаретом, с художником Михаилом Савицким, с известным балетмейстером Валентином Елизарьевым. Все они стали героями его фильмов. В 1998 году Виктор Шевелевич становится лауреатом специальной премии президента Республики Беларусь за серию фильмов «Благотвори», «Путь к святыне» и «Миссия патриарха». Я думаю, что он не мог не снять такие фильмы. Фильмы о высокой нравственности и морали, величии духа и силе духа. Однажды он сказал: все мои фильмы о нравственности и морали, которую мы довели до такого состояния, что впору бить в набат. Мы потеряли самое ценное, и главным ориентиром нашей жизни стали деньги. Но нужно при этом не забывать, что и деньги надо зарабатывать честно. Мир вечных истин, мир духовных ценностей. Эти 2 мира всегда окружают человека. Осознав это, понимаешь радость человеческую и то трепетное отношение к простому родничку, покоряющему своей свежестью, и любуешься этим маленьким ручейком, берущим начало от родника, который указывает путь, найдя свою дорогу, даря жизнь и радость всему окружающему. Никакие преграды не могут остановить это движение, помешать творить чудеса. Он очень любил природу, мы с ним делали пешие большие прогулки за грибами. Еще он был охотником, но вроде бы на охоту он ни разу не ходил. У него был билет охотника, у него было ружье дома охотничье поломанное, которым я игрался в детстве. Я в 5-7 лет, наверное, уже точно знал Тарковского, я уже смотрел все фильмы, у меня уже были любимые режиссеры, любимые актеры. Это, конечно, все от них, конечно, в первую очередь, там как бы и от мамы, и от папы. И смотря на все вот это вот какую-то его занятость, на это его творчество, на режиссуру, он сделал те вещи, которые принято считать, что должен сделать любой мужчина. Он построил дом, который как бы является домом на нашей даче, но он такой там сруб хороший, то есть это не дачный домик, это серьезный двухэтажный дом. Он успел его даже вот последний год, последних там за пару месяцев до смерти он успел его даже перекрасить, покрасить. Вот. Ну, понятное дело, что он посадил на этом же участке не одно дерево, но меня вырастил. Так что, ну вот я думаю, что с человеческой точки зрения он все как бы исполнил. Я писал для него большим удовольствием, хотя, может, это и громко говорится, что писал. Скорее, он меня подталкивал к тому, что, чтобы потом воплотить это в фильмах. И как человек телевизионный, как человек пишущий, я, честно говоря, писал, даже видя то, как потом будет в кадре. Меня всегда поражало его мастерство монтажа, мастерство работы на площадке, мастерство работы с актерами. И всегда мне нравилось быть рядом с этой съемочной группой. Все началось с 1984 года.
Когда я молодой еще тогда, 20 лет тому назад, 20 лет мы с ним назад познакомились, 20 лет мы с ним дружили. Когда на раскопках археологических в Минске приехала съемочная группа во главе с Виктором Васильевичем. Снимали тогда фильм «Дорогами слова о полку Игореве». И, ну, отсняв сам раскоп, отсняв те старые конструкции 12-13 века, которые мы там раскопали, мне как-то вначале было неудобно, а потом я все-таки отважился, еще такая в солдатской форме военной, подошел, поздоровался, представился, и с тех пор вот наша историческая тема, и его, моя, всегда присутствовала во всех фильмах, которые мы делали. Что мне навсегда, конечно, запомнилось и запомнится, опять-таки, это невероятная образность его мышления. Я таких не встречал режиссеров. Когда каждая какая-то маленькая деталь, каждый какой-то знак, все превращалось в символику, все превращалось в символы. Не только такие простые, как, скажем, вода, огонь там, или крест, нет, далеко не так. Все должно было каким-то образом поддерживать вот ту линию, которую он тянул. А линия его была всегда, это духовность, это доброта, это чистота и правдивость. Его исторические хроники. Это было важно и для него, и для нас. Но для него важнее было знать не как, а почему это все происходило. Столкновение личностей, характеров, страсти, мотивы поведения и поступков. «Приди и вишть». «Западня для Зубра», часть 1, Егайло, часть 2, Витовт. Он тяготел к классическому кинематографу. Все спокойно, продумано, размеренно. А классический кинематограф – это в первую очередь вкус, глубина мысли, мастерство и профессионализм. Его и его друга, сценариста фильмов Сергея Тарасова, критики назвали первопроходцами исторической целины. Удивительный человек был Виктор Васильевич. Витя, Витенька. Я очень часто называл ее Витенькой, да, конечно, не на съемочной площадке, потому что общались мы много лет. Я даже не могу так сразу сосчитать, сколько. С первых его каких-то передач на телевидении человек он был наидобрейший, воспитанный, интеллигентный, скромный, застенчивый. Мы очень часто ездили на Полочину, там у меня есть какой-то домик прямо на озере. И он сидит, целый день мог сидеть, глядя на воду, только потом остается такая гора от Беломора окурков там. И вот приходит время обедать, я выхожу на крыльцо, и его начинаю звать. Он говорит: да я вроде еще не хочу. Я говорю: Вить, ну сколько можно там? Потом же выходит Нина Николаевна, и тут он покорно, если женщина просит, значит, он покорно приходит. Человек с загадкой, чудак. По определению, кажется, Горького,
чудак – это человек, способный сотворить чудо. Радовало его отношение к природе такое удивительно, он пронизан, он очень долго всегда выбирал для кадра какие-то, все связано с природой, живую именно природу. Вот опусти руку в ручей, ты смотри, там корни. А тут, да, я говорю, ну хорошо, сделаем из них цветок. Иронично так. Он делает, смотрю, в кадре там совершенно как бы приобретается другой смысл, какая-то появляется образность и символик. Перезванивались почти каждый день ровно в 7 часов утра, такие петушки. Вот. Ну, я посмотрел на свою собаку, вот они были друзья с ним, конечно. Топ пойдет, там рядом с ним сидит на рыбалке так через кусты. Да, Топ, да, это я Витя, наши дружки. Ты умница. Жаль, что из жизни чаще уходят люди, которые как бы больше всего ей нужны. Его фильмы обсуждали, принимали, не принимали. Они вызывали удивление, изумление. Кто-то был равнодушен к тому, что он делал. Это фильмы «К вам, современники мои», «Крест надежды», «Славянские танцы», художник Николай Селищук и многие другие. Отдельно в этом ряду стоят фильмы о балете и фильмы-балеты «Сотворение», «Страсти» Рогнеда, Кармина Бурана, «Спартак» и многие другие. В октябре 1994 года Виктора Васильевича Шевелевича назначили главным режиссером дирекции программ белорусского телевидения, а с 1996-го мне пришлось с ним общаться довольно часто, почти ежедневно, как говорят, по долгу службы. Но не только поэтому. С ним было интересно разговаривать, интересно общаться. Он интересно рассказывал о кино, о балете, о музыке, интересно рассуждал о телевидении. У него всегда были планы, безумные, фантастические планы, и он сам знал, что многое из того, о чем он говорит и мечтает, неосуществимо. Мы работали недолго, но работали интересно. Могли работать и дальше вместе, но так получилось, что из-за постоянных срывов ему пришлось с телевидения уйти. Это был июль 1997 года. Его уход для многих из нас был шоковым, произвел впечатление обескураживающее. Мы не знали, что будет с ним, и, в общем-то, не представляли, как мы будем без него работать. Но все наладилось, он работал в Белвидеоцентре. Мы общались в основном по телефону, иногда встречались, и последний раз я встретил его на улице совершенно случайно. Как дела, как работа и прочее, и прочее. Это был тот же Виктор Шевелевич, только глаза были грустные, а в голосе появились незнакомые нотки. Он что-то хотел спросить у меня, потом передумал, попрощался, повернулся и ушел. Ну, а я с ним прощался в июне 2004 года. Наше знакомство состоялось в 80-е годы. Я
помню его как очень увлеченного человека и с очень выразительными глазами, с очень интересными замыслами, с просто интересными рассуждениями. Мы сблизились, стали друзьями. Человек был мягкий, очень корректный, умел дружить, это тоже большое искусство. Умел постоянный интерес поддерживать человеческий. С этим человеком хотелось дружить и вне работы. С ним интересно было просто общаться. Он большой поклонник был наших артистов, довольно часто ходил в театр. На мои уговоры получить бесплатную контрамарку в театр он всегда отказывался. Он очень гордо всегда себе покупал самые дорогие билеты на самых лучших местах в театре. Потому что был истинный любитель. Потом он приводил с собой очень часто людей, не приобщенных к театру. Я думаю, что благодаря Шевелевичу очень многие люди в Республике Беларусь полюбили балет. Что поражало, что он умел всегда раствориться в замысле хореографа, быть ненавязчивым режиссером, но в то же время его очень чувствовалась твердая рука, умение мыслить кадром, хореографическими образами, что очень важно. Ведь балет безумно трудно снимать. К сожалению, остались много нереализованных замыслов. Но прежде всего серия античных балетов, которые мы собирались сделать просто постановочных в условиях студии телевидения. И его увлечение, я думаю, было не просто увлечение балетом, а просто любовь к хореографии, к нашему белорусскому балету, к нашим мастерам сцены. И я просто второго человека такого в Республике Беларусь не знаю. Он был женат и разведен, он нравился женщинам, и это неудивительно, и их было немало, но не нашлось той, как говорят, которая бы за душу держала, которая бы все прощала, все понимала, все терпела. Внешне удачливый, талантливый, известный человек, он жил с метущейся душой. Что-то болело внутри, что-то было не так. Почему? Может, потому что знал и видел много и больше, чем другие. Он умер внезапно, 14 июня 2004 года. Его отпевали в Свято-Духовом кафедральном соборе. Церковные песнопения, свечи, последние цветы, последние слова, последние взгляды. Вот и жизнь прошла. Оборвалась связь времен, оборвалась связь с жизнью той, которую он любил и в которой он был счастливым человеком и несчастливым, и жил по-разному. Но ведь это была его жизнь, Виктора Шевелевича. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу скалам печалили. Не поднять нам устал,
весны.